Единственное, я просто одну маленькую ремарку скажу. Нам пытаются внушить Туман войны. туман войны, что мы не можем, или у нас этого нет, да? Ну, это когда, Лёва, извини, когда туман войны, для чего он опускается? Когда что-то хочешь захватить, да, прихватить. надо туман запустить, цифрами оболгать все, сказать, вот мы не можем, надо отдавать. А по факту то, что нас может сделать должниками или делает должниками, да, вот сейчас мы говорили о том, там 900 миллионов туда, там миллиард сюда и так далее. Да? Может сделать, да, что мы... Отрасль, которая нам должна давать доходы в бюджет, Которая может инвестировать, с помощью которой можно развивать не только саму отрасль, но и, собственно, остальную, скажем так, датировать. да, и датировать экономику, нам внушают, что, значит, мы должны ее кому-то отдать. И вот сейчас кому? Давайте мы решим вот здесь кому я хотел бы еще одну информацию такую дать. Здесь, значит, справедливо возникнет вопрос о том, вот если мы говорим о генерации, да, гидрогенерации, то как же с другими направлениями и вообще, то есть, ну, у нас есть, мы уже говорили, малый ГЭС, есть перепадный ГЭС. Вот исчерпав эти возможности, что дальше? Но здесь надо очень одну важную вещь сказать. Как Грузия построила, у них был огромный энергодефицит. Как они смогли из этого энергодефицита выйти? И здесь вопрос только один. За счет Ингургэс. Вот грузинская энергосистема вся построена на Ингургэс. Точка опоры. Точка опоры. Почему? Потому что себестоимость, самая низкая себестоимость вообще на Кавказе, самая низкая себестоимость у Ингургэс выработки киловатт-часа. За счет Ингургэс, который составляет сейчас около 30% от всей энергосистемы Грузии, они датируют всю электрогенерацию Грузии, Ингургэс. И тарифную политику они держат за счет Ингургэс. Потому что себестоимость очень низкая. Если мы говорим о ТЭЦах, говорим о солнечном, везде себестоимость выше намного. Теперь мы, имея вот та же себестоимость, сидит в перепадных ГЭС. Имея копеечную себестоимость, которая бы потом, если это государственное, может потом датировать все остальные направления, да? Условно говоря, генерация обходится нам там 50 копеек. Сейчас я не считал, но ориентировочно около 50 копеек киловатт-час будет обходиться, а солнечная будет обходиться там 3-4 рубля, то мы за счет этой генерации можем выводить среднюю и развивать солнечную. То есть выводя среднюю генерацию. Поэтому это так важно сохранить вот это вот в собственности государства, вот этот созданный еще Советским Союзом, вот эту уникальную систему Ингургэс, где себестоимость выработки электроэнергии очень низкая. И здесь надо сказать, что у нас есть здесь точки роста. Вот я взял здесь часть тех работ, которые оставил мой отец. Вот он здесь малый ГЭС Республики Абхазия исследовал все ГЭС. По каждой ГЭС, которая вот есть, существует Сколько отчет. их, Иван, скажи, пожалуйста. Ну, здесь по списку Гаграх 5, Гудаутский район 5, Сухумский 3, Кулерипский 5, Ачимчирский, Моква, Гальский еще 3, Иткварчальский, ГЭС шахты. Вот ГЭС шахты номер 8, которая была тогда недостроенная, была установленная мощность 20 мегаватт. Да, про это вот даже никто не говорит. Это вот Сухум ГЭС, в общем.
Да, Сухум ГЭС. Да. То есть при том, она просто была, ее не успели в строй ввести, вот обследование было проведено. И было доказано вот в этих бумагах, вот в этих доказано, что насколько выгодно развивать малую ГЭС в Абхазии. То есть здесь еще один момент надо сказать, что малый ГЭС при создании плотин, они решают еще несколько вопросов, потому что выработанная вода, она может орошать поля, она может, значит, помочь сельскому хозяйству. В плотинах это, значит, можно, это же водоемы, можно выращивать рыбу, например. То есть побочные, вот как комплекс, малый ГЭС, мультипликативный эффект. Любимое и вот эти вот моменты, о которых было сказано, ну, описано в отчетах, в исследованиях, они очень ярко говорят о том, что насколько важно сегодня эту отрасль развивать. Насколько важно эту отрасль развивать и при сохранении государственного, так скажем, владения, контроля над этой отраслью. Были приняты законы, в конце концов, для того, чтобы сохранить ее. Они являются стратегическими объектами. Вот. Так вот, к чему я хочу сказать, что в принципе те проблемы, которые у нас существуют, то есть почему у нас очень такой высокий уровень потребления электроэнергии, это мы все знаем, что и все хозяйства, вот, и горячая вода, и отопление, и, так скажем, питание там на электричество, мало уже кто пользуется газом, все электроприборы ставят. Но здесь надо еще сказать, что вот эти гелевые установки обогрева воды и все, то есть техника не стоит. Потребление электроэнергии в этом смысле можно сокращать. Можно сокращать даже вот пропагандируя лампочки, значит, которые меньше, энергосберегающие. Там датчики устанавливают. Датчики и так далее. На законодательном уровне это можно да. сделать тоже. А если мы создаем еще общую сеть, которая можно будет вот с приборами, умными приборами учета, внедряется система искусственного интеллекта в эту систему, и она уже начинает отключать вещи, которые сейчас не нуждаются в электропотреблении. То есть эта вся единая система, она так как была функционально работала, вот таким образом она должна и работать дальше. Я вот знаю, что Тимур Джинджоли, значит, директор Черноморэнерго, и там очень большая, так скажем, команда ребят молодых вокруг него, там очень такие энтузиасты большие электроэнергетики, абхазская молодежь собралась, и они, кстати, подавляющее большинство хотят и сохранить нашу электроэнергетику как единое целое, как единый механизм. То есть у нас и кадровое обеспечение сегодня существует, только нету, так скажем, четкой государственной программы по развитию энергетики. Как и, собственно, в да, других то есть сферах. мы хотим увидеть вот это четкое представление о том, как мы должны развивать собственную... Потому что это, я бы так сказал, Ахра, что суверенитет сегодня это вооруженные силы плюс энергетика. Так упростил бы. Я бы еще сказал, образованная молодежь. И культура, да, и культура, и культура. То есть, я бы сейчас, я извиняюсь, я свою мысль хочу завершить в том смысле, что в принципе нужна политическая воля для того, чтобы
эту отрасль не то, что здесь дело сегодня, как на нее все смотрят, как бы ее там, да, раздербанить и так далее. Нужна политическая воля для того, чтобы она динамично развивалась. У нас все для этого есть. Я согласен. Хочу еще что добавить. Да, потом как или раз как мы продолжить, может, не знаю. Вот действительно есть два направления. Вообще-то в любой отрасли сейчас можно применить в современном мире, но и к энергетике в том числе. С одной стороны, это увеличение запросов на электроэнергию. То есть появляются новые точки роста, которые требуют энергии, появляются новые технологии, которые требуют энергии. Мы хотим лучше жить, это тоже требует энергии. А с другой стороны, другой процесс. Эти же технологии не стоят на месте, Да. и они позволяют сокращать потребление, и в том числе менеджмент. Вот, например, есть такое понятие «умный город». Smart City, да? Одна из таких вот очень распространенных функций этого умного города – это сокращение расхода электроэнергии за счет искусственного интеллекта. Есть единая сеть, так называемый интернет вещей, просто, а есть интернет вещей, то есть сеть, объединенная датчиками, приборами, которые анализируют обстановку, и когда там уровень освещенности, скажем, падает, только в нужный момент она включает, когда уже растет, она выключает. Это экономит колоссальные. То есть за счет этого умного использования своих ресурсов можно поддерживать на плаву и все качество жизни, в том числе и энергетику тоже. Знаешь. Вот, и что интересно, в 2013 году, кстати, с участием твоего отца, проводилось такая, даже было парламентское расследование по вопросам энергетики. Я сейчас не буду перечислять все выводы, которые там были, но два очень важных вывода. Первое. Необходимо создать государственную концепцию развития энергетической отрасли. Прямо так и записано было. И второе. Создание условий для прозрачности при использовании, финансировании там, и так далее, и так далее. На основе конкурсов, на основе прозрачности. Если у вас не будет вот этой прозрачности, если участникам этого рынка не будут понятны правила игры, как ты говоришь, дымовая завеса, если кругом будет, если в этой мутной воде кто-то будет хотеть ловить рыбу, я вас уверяю, мы с вами, простые граждане, этого ничего не получим. Да, будут бенефициары, которые получат соответствующую выгоду, но мы, граждане, ничего не получим. Чтобы мы получили, нужна прозрачность и нужен доступ. Вот тут, кстати, такой момент тоже. Вот в этом законе, который был тогда принят, ну, закон и закон, сейчас хороший, плохой не есть. И там, кстати, сказано по поводу генерации, что частная собственность на эту генерацию ограничена мощностью. Я сейчас не помню сколько. 5, по-моему. 5, ну, там дискуссии были 20, 10, 5, ну, положим 10 или 5, неважно это такое. Да. Но это же тоже о чем-то говорит. Прежде чем вы начинаете обсуждать вопросы приватизации, реконструкции, инвестирования, вы сперва посмотрите на нормативную базу этого государства и почему она вообще есть. Ну, или давайте мы сперва поменяем нормативную базу, потом об этом будем говорить. Но закон есть закон, просто так его обойти не получится. Когда люди писали на закон, они как раз беспокоились о собственной энергетической безопасности. Исходили как раз из этих выводов. Но, а деньги-то брать все равно где-то надо, допустим, да? Да. Вот, я хочу единственное, пока мы вот перейдем к этому пункту, несколько мыслей своих, просто чтобы их не упустить. Во-первых, мы говорим о стратегии, да, в стратегическом плане развития энергетической системы. Я как раз думаю, что этого плана и нет, потому что если ты представишь этот план, реальный план, то там будут исключены вот эти все приватизации и прихватизации. Вот это будет исключено, потому что понятно, что учитывая реалии в стратегическом этом плане вынуждены будут какие-то показать цифры и так далее. Второе, что хотел сказать, это вот когда мы про Абхазию говорим, что вот у нас такая природа и так далее и тому подобное, один из ключевых ресурсов 21 века это вода.
если не самый ключевой ресурс, ну, об этом и в фэнтези есть и различные, да, там, и в фильмах, и в книгах, это все много где описано. А то, что у нас есть пресная вода, и чистая вода, экологически чистая, это важно. Еще вот эти наши горные реки и огромное количество малых ГЭС и вообще ГЭС. То есть фактически нам Богом даны не только берег, да, горы и так далее, то нам еще дан вот этот ресурс, исключительный ресурс, как вода, которая по нашим рекам спускается, и есть возможность вот эти всякие ГЭС, малые и остальные развивать. Это очень, мне кажется, важный ресурс. Это тоже то, что нам дано вот свыше. И теперь вот я хочу, чтобы мы перешли к нашему главному, скажем так, посылу. Мы знаем, что есть желающие, есть различные проекты инсайдерской информации, что вот по этим перепадным и исходя из нашего общего вот сегодняшнего разговора, какое предложение есть вот в рамках нашей студии, я хочу, чтобы вы озвучили, Ливан. Ну, я думаю, что, учитывая все, что мы сегодня говорили, о том, что энергетическая отрасль для Абхазии, она и стратегическая, в том числе экономически обоснованная, даже при нынешнем, так скажем, тарифе, который в 2 раза меньше, чем у наших соседей, да, если мы сегодня говорим в России там под, значит, 7 рублей до 7 рублей стоит киловатт-час, в Грузии, по-моему, еще больше, до 9 рублей, если переводить на рубли киловатт-час, а у нас для, как мы знаем, 3,2 рубля это для предприятий, да, коммерческая цена такая, так скажем, самая большая. Даже учитывая вот сегодняшнюю такую, скажем, социальную цену на электроэнергию, то этот проект имеет, так скажем, хорошее будущее, да, потому что, мне кажется, такого, так скажем, стабильного бизнеса, который мог бы принести доходы для массы людей, трудно найти, потому что, как мы уже говорили, электроэнергия это ликвидный, один из самых ликвидных товаров, если его рассматривать таким образом. Поэтому, если мы уже, так скажем, вот некоторые вещи, о которых мы говорим, сегодня мы как бы учитываем тех оппонентов, которые с нами, вот, которые начинают говорить о том, что вот денег нету. Незримо. Да, денег нету у нас, как обычно, хотя ежегодно профицит бюджета, бюджетные, так скажем, доходы растут, но нашим чиновникам денег всегда не хватает ни на что. То, что их расходы растут, значит, тоже соответственно с доходами бюджета. Поэтому, мне кажется, этот проект, так как он является общенациональным, общенародным, и если появятся такие разговоры, что государство не может найти деньги ни в форме кредита, ни в форме какого-то займа для того, чтобы реконструировать перепадные ГЭС, я хочу сказать, что это надо объявить, что клич, так сказать, да, выдвинуть и обратиться к народу и сказать, давайте создадим, акционируем и выпустим акции. Выпустим акции, чтобы наши граждане Абхазии могли приобрести эти акции, у которых такая доходность, которая позволит им, я даже это считал, вот приобретя, так скажем, 2 акции, то ты в пересчете на собственное потребление, ну, это биллинговая система сегодня, ты приобрел 2 акции перепадной ООО «Перепадная ГЭС», и таким образом ты перекрываешь от доходности этих 2 акций
значит, свои платежи в государству за электроэнергию, да, Черноморэнерго. Ну, в том числе. В том как числе, минимум, да? как минимум. То есть я уверен, что найдутся очень много людей, которые приобретут 2-3 акции и которые пожизненно перестанут платить электроэнергию, ну, если, потому что доходность этих акций будет расти, доходность и потребление будет расти, но в итоге при пересчете, то есть это очень выгодное вложение. То есть в чем заключается наше предложение? Предложение наше заключается в том, чтобы акционировать перепадные ГЭС, 50% оставить, естественно, за государством, а 50% превратить в акции граждан Абхазии, которые их приобретут и которые будут получать, значит, доход с купленных акций. Я не знаю, может, я сложно объяснил, Нет, если Ахра, да, прошу продолжить, а потом у меня есть одна очень интересная аналогия. Ты все очень понятно объяснил, но вот я тоже пару быстрее скажу. Конечно, я не специалист в инвестиционной политике, но мне кажется, есть несколько таких вот генеральных линий в современном мире, когда государство привлекает инвестиции, в том числе от граждан. Ну, печатают облигации, там разные могут облигации. Вы можете купить облигации, потом вам через какое-то время вернут эту сумму с каким-то процентом, либо вы становитесь долевиком чего-то там, какого-то бизнеса или какого-то предприятия, или просто каких-то государственных денег, которые где-то лежат там в рост и так далее, и так далее. Но в последнее время все более популярным становится так называемый краудфандинг. Это когда люди, обычные граждане, складываются и во что-то вкладываются, или что-то, грубо говоря, покупают. И это очень созвучно с современными цифровыми технологиями, потому что механизм этого контроля, это как раз эти цифровые платформы. Там есть несколько платформ, они заточены под разные виды краудфандинга. Там есть гуманитарные, культурные, там, образовательные, бизнес-проекты. Есть платформы, которые это прекрасно контролируют, точно так же, на таком же уровне безопасности, как контролируется блокчейн, цифровых валют и так далее, и так далее. Что такое вообще, вот, чтобы мы поняли, вот что такое 1 миллиард рублей, Иван? Это 50 тысяч цифровых акций, за каждую из которых заплатили 20 тысяч рублей. Что такое 20 тысяч рублей? Вот мы выпустили 50 тысяч акций, 50 тысяч граждан Абхазии купило за 20 тысяч рублей, и мы собрали 1 миллиард. Теперь представьте, что нам нужен не 1 миллиард, а, предположим, 2 миллиарда. Я сейчас боюсь там в расчетах ошибиться, и что поправить принцип меня. сам, Но, предположим, да, вот принцип. мы выпускали 40 тысяч акций цифровых вот этих. Пускай 30 тысяч акций мы назначим, вот минимальная цена за эти акции, минимальная, вот 30 тысяч из них, это, скажем, 20 тысяч рублей, предположим, да. Это, если не ошибаюсь, уже будет 600 миллионов рублей. У нас еще остается 10 тысяч акций, правильно? Ну, 30 мы уже потратили, вот 10 тысяч остается. Из них 8 тысяч, там, пускай будет, мы скажем, минимальная цена его 50 тысяч рублей. Я там, если не ошибаюсь, тоже 500 миллионов рублей. Вот мы уже миллиард с вами собрали. Остается 2000 акций. Скажем, минимальная цена за эти акции 1 миллион рублей. Я вас уверяю, что 2000 человек или организаций найдутся, которые купят. И это будет, по-моему, порядка еще 2 миллиардов. Вот так вот, 40 тысячами акций вы можете собрать несколько миллиардов. Теперь что это нам, этим людям, что дает? Вот смотрите, ты такую цифру назвал, я меньше считал, честно говоря, перепадные, говорят, 1600 миллионов киловатт-часов сказал. Не надо, 300 миллионов киловатт-часов. Трудно посчитать, это должны специалисты, но я беру из открытых данных. Тимур Джинджоли сказал, что Сухум ГЭС заявленная мощность 18 мегаватт,
дает в общую сеть 100-110 миллионов киловатт-часов. Хорошо. 20. А если... Я Ну, думаю, в среднем что 500 миллионов здесь важны киловатт-часов. принципы, Вот важнее, пускай чем 500. точные цифры, как бы так, детально. Вот, да. я считаю, вот 500 миллионов киловатт-часов. Но мы знаем, что в Грузии она стоит от 5 до 6 рублей. Около 7 рублей, да. Ну, 5, 6, Ну 7, да, да. потребление в России там тоже по-разному, да. там всем. Вот если вот это вы просто будете не себе брать, а куда-то продавать, я вас уверяю, что это вообще не проблема сделать. Ну, даже Вот. по той оптовой цене, Да. которая 4,5 Вот это рубля. если вы умножите за, не знаю, 4,5, да? ну 5 умножаю, допустим, да. Это 2,5 миллиарда. 2,5 миллиарда. То есть люди, даже по этой цене, я сейчас другой пока не говорю, вот люди вложили, я не знаю, 100 тысяч, предположим, ты вложил в это дело. И это значит, что ты 200 тысяч потом будешь получать каждый год, понимаешь? Миллион вложил, 2 миллиона будешь получать. Понимаешь? Не просто ты, а ты будешь... Лучший бизнес в мире. Но не обязательно же это продавать так. Можно продавать же и по-другому. Можно вот этот криптобизнес, который нас душит, из него можно сделать курицу, которая золотые яйца будет несет. Вот сегодня в России принимается закон коэффициента от 5 до 10 на платежи за майнинг криптовалют. Можно там организовать такую же платформу, и уже вы будете получать не 5 рублей, а 25 рублей. Ну и так далее, и так далее. Здесь У важно... у нас есть опыт. Очень важно для вот этого краудфандинга, если вы почитаете, вообще состояние общества, сознательность этого общества, образованность этого общества и желание решать у общества общие проблемы. У нас есть прекрасный опыт, наше общество доказало, что оно может это делать. Когда был ковид, помните? Да. Это был самый настоящий краудфандинг. И мы просто за очень короткое время решили массу проблем. И я хочу сказать, что не все страны в мире такое сделали. Понимаете? Я бы сказал, мало вообще кто И сделал. второй момент был, когда в 22 году вот эти военные, также люди собрались. Я сейчас не знаю точных цифр, но профинансировали Процесс армию, был, да. оборудование, оружие и так далее, и так далее. Это бы дальше продолжалось, если была бы необходимость. То есть вот это вот понимание того, что можно собраться и решить общую проблему, у граждан Абхазии есть. И я думаю, что эту проблему тоже из особых проблем. Здесь еще, мы как бы дополняя друг друга, еще один момент я хочу сказать о том, что вот очень многие представители официальной власти и Черноморны жалуются на платежную дисциплину. О том, что вот многие не платят, там, задерживают, то есть не платежи и так далее. Я думаю, когда люди почувствуют, что это и их коммерческий интерес, в том числе, да, то есть он является акционером с энергетической компанией, то платежная дисциплина вырастет в разы, я думаю. Люди будут понимать, что они фактически платят не кому-то, да, за электроэнергию, они платят сами себе, то есть обеспечивая себе энергетическую безопасность. Поэтому вот это вот то, что мы говорим о том, что вовлечение, как ты говоришь, да, огромного количества людей в эту проблему, Их надо собственниками делать. собственниками, реальными, да, конечно. реальными, при сохранении государственного контроля над контрольного пакета у государства, это гарантия того, что энергетика будет у нас развиваться. Еще важный момент. При такой схеме минимальные варианты для коррупционных схем при строительстве, при подборе там, поставщиков и так далее, потому что все это контролируется, понимаешь? Так, спасибо большое. Я тут как бы зря время не терял, и в течение дня в том числе. Хочу, завершая как бы нашу передачу, вот о чем сказать.
приводя пример того, что у нас реки и так далее, все у нас есть, мы же говорим, что это народное все благо, да, это все народные недра и так далее. Так что народ даже обязан использовать то, что ему свыше дано, и даже в его конституции записано. Итак, я хочу привести два примера. Это Норвегия и Дания. 67% акций, ну там разные приемы у всех, у государства, оставшиеся у граждан и пенсионного фонда. Дания, ветропарки, закон 2009 года обязывает отдавать 20% каждой новой станции местным жителям. То есть это реализуется в разных точках Земли, и как раз тут важно вот то, о чем ты сказал, когда есть общество, которое готово и с точки зрения образования готово, и с точки зрения понимания своих интересов и так далее. Поэтому, резюмируя сегодняшнюю беседу, я хочу, во-первых, вас поблагодарить за вот такой очень детальный, мне кажется, предметный разговор, и подчеркнуть, что люди, которые хотят как бы в эти объекты инвестировать и так далее, они точно хорошо посчитали. Они посчитали, что это очень выгодно, это на самом деле очень выгодно, но тут вот, когда мы говорим о суверенитете, очень важно, когда у тебя несколько тысяч граждан будут акционерами, будут собственниками, то не получится каких-то там различных схем реализовать, не получится давить, не получится чтобы в одних руках оказалась целая энергосистема. Этого не получится, поэтому на самом деле это интерес всех граждан Абхазии, чтобы наша энергетическая система, безопасность и потенциал для развития был у нас в наших руках. И заключительно, что я скажу, вы говорили об акциях, о том, сколько они могут стоить. Сегодня не буду называть школы, сейчас проходят выпускные вечера и так далее. Я услышал, сколько родители платят и скидываются в отдельных школах за, так скажем, вечера. Это примерно несколько акций, чтобы вы понимали, будущий перепадный ГЭС. Вот настолько как бы у нас люди способны, готовы. А если ты за один вечер готов потратить, скажем, 100 тысяч рублей, да, для своего ребенка, то обеспечить ему вот такое будущее, да, независимое там и так далее, это же, я думаю, что у нас будут желающие, так сказать. Я хотел единственное, что добавить к тому, что ты говоришь, это то, что экс-власть избрала политику такого, так сказать, давления на общественное сознание, что мы не можем, у нас нету ресурсов, у нас нету специалистов, мы не можем, и это надо отдать. Да, я думаю, что любой вот такой здравый анализ нашей ситуации и в энергетической системе, и учитывая наши все ресурсы, говорит о том, что мы можем. У нас есть и внутренний инвестор, и достаточно и денег внутри для того, чтобы сохранить и развивать эту отрасль, которая вот, например, целое поколение, несколько поколений людей ее создавали, старшее поколение, они создавали эту отрасль не для того, чтобы сейчас кто-то ее прикарманил и сделал там и разбогател. Да. Они, значит, отдали всю свою жизнь для этой отрасли, для того, чтобы это осталось народу, общество с этого, значит, зарабатывало, и общество пользовалось этими благами. Здесь труд нескольких поколений людей, которые вот это все развивали, и благодаря ним мы сегодня это имеем. Мы сегодня на плечах этого поколения стоим, и нам надо просто... Я знаю, что у нас молодежь сегодня очень патриотичная и готовая, значит, также продолжить дело старших.
Поэтому у нас все есть для того, чтобы это мы Спасибо. продолжили. Когда ты говорил про экс-власти, вот их тезис мы не можем, я ухмылялся, потому что я вспомнил их рекламный ролик предвыборный, когда вот еще 5 лет назад баллотировались. У них-то наоборот слоган был «Хари халшойт». Вот такой. Ну, кстати, если я не ошибаюсь, этот прием в предвыборной кампании был использован Бараком Обама в Америке, когда он становился президентом. Там есть weekend там и так далее. То есть вот так оно было. Вот я сейчас просто такие аналогии вспомнил, что в предвыборной кампании экс-президента использовались приемы, Можно и которые... другой лозунг использовать, это «Make Abkhazia great again». Ну, давайте, мы согласны на величие. Хорошо, спасибо большое за эфир. Подписывайтесь, делитесь комментариями. И я думаю, что Спасибо. мы сегодня важную вещь обсудили. Абзирас.